В Уфе в Конгресс-холле Таратау открылся ситуационный центр антикризисного штаба по поддержке и обеспечению устойчивости экономики Республики Башкортостан. И все это в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции. Ситуационный центр организовали региональное министерство экономики, развития и инвестиций, Госкомитет по внешнеэкономическим связям и Конгресс-бюро Башкортостана. В поле зрения ситуационного центра – малый и средний бизнес Башкортостана, системообразующие предприятия и инвестиции реального сектора экономики, торговля и продовольственное обеспечение. Глава Башкортостана Ради Хабиров в этом ситуационном центре. Рафик, сегодня здесь, в Конгресс-холле, открывается ситуационный центр поддержка малому и среднему бизнесу, экономики Республики Башкортостан. Вроде бы время сложное, но это нужно? Ну, собственно, мы и должны этим заниматься. Это продолжение мер, которые необходимы? Да, это элемент нашей программы, которую мы приняли и хотели. Здравствуйте. Вот он и центр. Ух ты. Ради Фарич, рассказываю. Значит, вашему вниманию представляется единый контактный центр. С этого начинается наш ситуационный центр. Здесь у нас находится 15 сотрудников всех ведомств, по 2 сотрудника ведомств. График их реализован. Значит, оперативно очень подготовлено программное обеспечение, где мы видим все обращения с разбивкой по всем отраслям. И сейчас мы разрабатываем всю глубину этих обращений, о котором я уже там вам вот сейчас вот в ситуационном центре покажу. Здесь оснащены все компьютеры библиотеками знаний. Все это вот, собственно, это элемент ситуационного центра, да? Да. С этого начинается. С этого начинается. Каждый оператор получает звонок, заполняет заявку, откуда человек звонит, чем занимается, какая сфера бизнеса, какой род проблемы. И это все, соответственно, у нас попадает в единую систему, которую мы визуализировали. Но лучше посмотреть, наверное, там на большом экране. С 9 до 6 вечера каждый день они работают. А звонки-то идут вот сейчас? Да, сегодня 81 звонок сегодня. 81 звонок сегодня. Но как только вот сейчас это пройдет, завтра мы ожидаем уже бум. Телефон дадим, поехало. Мощности позволяют нам. Конгресс-холл взял на себя всю организацию и питание, и дезинфекцию. Все вопросы, люди все раздеваются, здесь же питаются. Дистанцию соблюдаете? Да, дистанцию соблюдаем. Здесь вышли повара, питание, все им реализовано. Вот, соответственно, здесь находится ситуационный центр в настоящий момент. Предполагает, что всегда будут здесь совещания, всегда видеоконференц-связь. Рабочие группы тоже из ведомств, контрольный надзор организационного управления. Вот, соответственно, сейчас я расскажу о регламенте работы ситуационного центра. Ради Фарич. В 2 словах мы с Геннадием Валентиновичем расскажем, Ради Фарич. Значит, как происходит работа в нашем ситуационном центре? У нас 4 сейчас канала связи, канала обращения. Это онлайн-платформа на инвестпортале Республики Башкортостан. Вся работа через нее осуществляется. Это звонок на горячую линию, федеральный многоканальный номер телефона. Это система «Инцидент», которая как раз у нас есть, и Елена Анатольевна нам сейчас помогает ее интегрировать в наш ситуационный центр, и письменное обращение. После того, как заявка попадает, контактный центр заполняет карточку обращения с фиксацией всей контактной информации, сути проблемы, и, соответственно, отправляет ее в соответствующую рабочую группу. Рабочих групп у нас 6. Но те рабочие группы, которые отрабатывают у нас обращения, их 3. Это малый и средний бизнес, который Ему Юрьевна возглавляет, реальный сектор экономики, куда входят системообразующие предприятия и приоритетные инвестиционные проекты, Шильдяев Александр Николаевич, и торговля и продовольствие, это Гусев Алексей Николаевич. Далее, соответственно, сейчас все рабочие группы находятся удаленно. После того, как они рассматривают, мы взяли 5 часов на ответ рабочей группы по каждому обращению. После того, как обращение возвращается заявителю через контактный центр, либо напрямую через рабочую группу, карточка обращения продолжает свой путь. Она идет либо на заседание ситуационного центра под руководством руководителя ситуационного центра, либо спускается на ВКС со соответствующими экспертами, бизнес-сообществом, либо предоставляется на рассмотрение необходимых мер государственной поддержки. То есть это обращение уже становится объектом для того, чтобы мы придумали уже... А вообще, Рафик, значит, вот эта часть ситуационного центра, который называется инцидент-менеджмент, который Елена Анатольевна Плачаковская возглавляет, это как раз современный центр управления регионом, который мы создаем. Вы пока начали вот из наиболее актуального, да? Вот просто из 2 частей. Вот Елена Анатольевна, это, значит, соцсети, это которые обращаются через соцсети, а здесь это обращение предпринимателей, экономики, предприятий и так далее.
А так как мы договорились, что Центр управления регионов в Башкортостане будет с апгрейдом от того, что, например, в Московской области, то есть это будет не только соцсети, не только обращение граждан, но и мы будем видеть всю экономику в реальном времени для того, чтобы понимать, на что надо реагировать. Поэтому сейчас, когда ситуационный центр через 3-4 месяца закончит работать, он переедет, как будет готово здание, в новое здание, и будет тут уже новый ЦУР, да, Центр управления регионом с его апгрейдом до экономики. Вот, по сути, апгрейд мы видим сегодня здесь, как он будет работать. В конце каждого дня, Ради Фаридович, мы заканчиваем, вчера мы с Андреем Геннадьевичем регламент утвердили, мы заканчиваем комплексным совещанием, по которому мы принимаем решение о графике совещаний на следующий день. Что, куда, по каждому обращению, и уже контрольно-организационная рабочая группа решает нам все совещания, представители, протоколирование, ну и все организационные вопросы решаются. Вот так выглядит, ну вот уже здесь... Здесь, Ради Фаридович, мы постарались визуализировать работу ситуационного и колл-центра. Соответственно, здесь актуальная информация. У нас все номера телефонов, они заведены в CRM-систему. То есть, соответственно, девушки карточки заполняют. То есть, вот видно, сегодня был 91 звонок, 4 пропущенных. Всего у нас 159 звонков. Чуть выше это топ-5 тем обращений. Здесь мы будем немножко дорабатывать. И если вы видите, самым популярным у нас оказался свой вариант. То есть мы накидали первоначальные темы обращений, исходя из своего видения. Выясняется, что есть еще дополнительные, соответственно, это мы будем дальше дорабатывать. Топ-5 сфер деятельности, видите, на первом месте у нас по обращениям торговли сейчас, бытовые услуги и так далее. Это все на основе тех карточек, которые у нас заполняются при звонках. Слева мы видим, соответственно, вот темпы заявок. То есть за сегодня у нас поступила 91 заявка заполнена. И, соответственно, муниципалитеты видно, и это отображено на карте, то есть откуда у нас поступают заявки. Это все сделано на базе системы, которую мы, если помните, делали для инвест-часов. Инвест-часов, предпринимательских часов. Поэтому у нас, нажмите вот предпринимательские часы, например, да? То есть у нас здесь видна информация, в том числе и из тех систем, да? То есть это по предпринимательским часам, по количеству часов в муниципалитетах, которые были за последние 30 дней. Вот красное это не проводили? Нет, красное это немного. Это мало проводили. Это вот картина вообще за 360 дней за год. То есть, соответственно, зеленые там, где прошло много инвест-часов, желтые там средние. Предпринимательские часы, да. То есть это то, что происходит в муниципалитетах. Также сюда заведены данные по инвестиционному часу, который вы проводите. И плюс приоритетные проекты, но там, конечно, пока... Это вот буквально вот 4 числа вы проводили инвестиционный час, соответственно, видно, можно просто посмотреть тут и за 360 и так далее дней. Кроме того, мы сюда завели федеральный ЦУР, просто сейчас покажем. Мы один из 6 пилотов, кто, соответственно, делает это в Российской Федерации первыми, и у нас уже вот это есть тепловая карта, которая, в принципе, видна. Вот в Московской области вы, наверное, были, сейчас такая же карта, она есть федеральная. Мы пока зеленые, да? Мы зеленые, ниже среднего у нас, да. И, соответственно, здесь тоже видно тема обращений. Это актуально, это в основном обращение из инцидента. И в очень маленькой части обращения из платформы обратной связи. То есть видим там на первом месте коронавирус, дороги, ЖКХ, экономика, бизнес из соцсетей на 10-м месте. Да, но у нас сейчас добавится, вот, что важно, чего нет в других регионах, да, у нас сейчас добавится и экономика. То есть получается, это не просто граждане. Мы будем здесь видеть, как директора, владельцы предприятий, предприниматели реагируют на коронавирус, на дороги, на это. То есть у нас добавится вот эта категория людей, которые принимают решения, за которыми коллективы стоят. Это только у нас будет, у других регионов пока этого нет. Каждый день на этом экране мы сейчас все системы подключили, мы будем делать комплексный ВКС со всеми финансово-кредитными учреждениями. Уже на вторник здесь запланировано. Со всеми... Мы хотим завершить нашу череду договоренностей с банковским сообществом. На следующей неделе пригласить сюда руководителей финансово-кредитных учреждений, подписать с ними единое соглашение о всех правилах взаимодействия, и чтобы они сразу здесь провели брифинг, чтобы им задали все вопросы, которые есть у населения, у предприятий. Ну и, Ради Фаридович, мы в конце этого повествования хотели бы вам показать отработку на муниципальном уровне и увидеть наших бизнес-шерифов, которые тоже здесь. Пожалуйста. Соответственно, это вот все наши бизнес-шерифы, которые сегодня нас смотрят, все подключены. Коллеги, покажите нам слайд по отработке на муниципальном уровне мер государственной поддержки.
Рафик Фарич, мы на всех уровнях идет комплексная работа. Как вы знаете, завтра в Государственном собрании мы утвердим уже все законы. Постановление сегодня, Андрей Геннадьевич, поставил задачу сегодня все закончить. Значит, это что касается, значит, муниципальных образований. Каждое муниципальное образование мы переслали рекомендации по отработке мер государственной поддержки. Все отчеты, максимальное количество отчетов нами получено. Вы видите диаграмму, на которых мы видим красным пока муниципальное образование, которые не предоставили, нам не представили первоочередные меры поддержки. Ну и зеленым, соответственно, это 84% сегодня на муниципальном уровне уже отработали. Это и все нормативно-правовые акты, и соответствующие программы по отработке на муниципальном уровне мер государственной поддержки. Кроме того, что мы рекомендовали муниципалитетам, нашими муниципальными образованиями разработаны дополнительные меры по повышению устойчивости экономики муниципалитетов. Довольно креативно многие муниципалитеты подошли, глубоко отработав все меры государственной поддержки. И вот мы представляем лучшие практики мер государственной поддержки, которые наши муниципалитеты пока отработали. Ну, в частности, вот некоторые практики вы сегодня видите. То есть это еще на российском уровне мы пока не видели. Это пока является тоже в разрезе российских практик пока лучшими. Будем дальше эту библиотеку знаний отрабатывать. Интересно. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно, да, уважаемые бизнес-шерифы? Слышно меня? Добрый день. Рад вас всех здесь видеть и хотел просто несколько слов сказать. Вы знаете, ситуация, мы с вами относительно недавно встречались. Ситуация у нас в стране и в республике, она очень-очень непростая. Мы сегодня приняли ряд мер, касающихся и экономики, и наших действий в рамках реализации социальной изоляции и в целом борьбы с коронавирусом. Но вот обращаясь к вам, что хотел бы сказать. В очень тяжелое время живем, бизнес очень сильно страдает. Мы сейчас приняли решение, по сути, мы, скажем так, створки нашей экономики раскрываем по максимуму. С понедельника еще определенное довольно большое количество предприятий получит разрешение на работу, в том числе это и предприятия малого и среднего бизнеса, поэтому вы за этим смотрите. Я единственное просил, что мы сейчас будем очень серьезно контролировать силами нашей межведомственной комиссии, которую я сегодня создал, соблюдение в ходе работы этими предприятиями санитарно-эпидемиологических правил и норм. Я вас прошу тоже на это обратить внимание, потому что иначе мы погубим многих людей. Потому что на данный момент, скажем, высокой культуры и высокой дисциплины в этой части мы не видели. Но это как бы общее. Теперь по вашей непосредственно работе. Вообще я бы вам рекомендовал считать, что эта ситуация, она, разумеется, когда-то пройдет. И после этого мы бы хотели видеть, что все-таки малый бизнес быстро восстановится и начнет дальше развиваться. Для этого надо сейчас уже предпринимать какие-то меры. Сами понимаете, может быть, многие из нас лучше меня знают, что бизнес, любой, даже маленький бизнес, он так тяжело встает на ноги, и так быстро падает, и так тяжело подлежит восстановлению. Поэтому сейчас надо сделать и возможное, и невозможное в рамках бюджета республики, в рамках наших мер. Мы все сделали. Мы для понимания программы нашей поддержки экономики и малого бизнеса, малого и среднего бизнеса, она по объему денег, которые мы туда заложили, одна из самых больших в стране. Больше мы пока ничего делать не будем. Но я бы очень хотел, чтобы вы в рамках ваших муниципалитетов, не обязательно в рамках даже денег, а в рамках каких-то организационных мероприятий, контрольных, надзорных, прочих мероприятий, создали дополнительные механизмы, чтобы поддержать в это время бизнес. Он очень в этом нуждается. Я вот видел интересные несколько таких новелл, надо посмотреть, может быть, их надо добавить в нашу программу, потому что вот там отсрочки при платежах при покупке имущества. Очень интересная норма, на самом деле, чтобы люди понимали, что это имущество ему принадлежит, денег пока нет, а потом заплатят. Поэтому посмотрите, и самый лучший, может быть, обменяться и заложить в нашу программу. Но в целом я еще раз вам говорю, что у меня, откровенно говоря, для вас даже нету никаких советов, никаких каких-то конкретных предложений, что делать с бизнесом. Вы на месте должны сами разобраться. Ситуация еще такова, что режим самоизоляции предполагает все-таки определенную социальную дистанцию. Вам вот нежелательно сейчас всех собирать в одном помещении и так далее, но используйте механизмы дистанционной работы, удаленной работы, но
просто сейчас время, рассматривайте это не как время уныния и не как время, когда руки опускаются, а как время набирания сил для того, чтобы нам стартовать после того, как мы все-таки выберемся из этой тяжелой истории. Это время возможностей. Вот именно так мы будем оценивать вашу работу. Пожалуйста, на это обратите внимание. Уважаемые бизнес-шерифы, хотел сказать о том, что за последний период прошедшей с нашей встречи повестка достаточно быстро продолжает меняться. Идет, в принципе, по сложному сценарию, который мы предполагали, но надеялись его избежать. Тем не менее, экономика находится в очень сложном положении из-за того, что приходится не только нам, но, в общем-то, и во всем мире, в большинстве стран выполнять самоизоляцию. Это, конечно, блокирует развитие экономики, работу предприятий. Поэтому ювелирность нашей с вами работы заключается в том, что, с одной стороны, мы должны максимально способствовать тому, чтобы люди оставались дома, с другой стороны, чтобы экономика наша, в общем-то, не рухнула окончательно. Поэтому мы, по сути, вот Раиль Фаридович 2 раза в неделю проводит оперативные совещания. Одно из них в четверг полностью посвящено коронавирусной ситуации. В понедельник большая часть вопросов сводится к этому. Это делается именно для того, чтобы, по сути, мы каждые 3 дня могли влиять на ситуацию и принимать меры в связи с теми событиями, как они развиваются. Вчера видели, что президент Российской Федерации провел сам совещание очень подробное с руководителями регионов. Дополнительно приняли ряд федеральных мер, которые позволяют ситуацию улучшать. Мы со своей стороны первый пакет мер государственной поддержки не просто приняли, а закончили подготовку нормативно-правовых актов. И с завтрашнего дня, по сути, полноценная работа по обеспечению начнется. Ситуационный центр, в котором мы находимся, призван быть инструментом постоянно оперативной связи между муниципалитетами, между хозяйствующими субъектами и между органами исполнительной, региональной, муниципальной власти. Поэтому просьба у меня к вам, как бизнес-шерифам, которые находятся на острие ситуации, по сути, на кончиках пальцев чувствуете, что у вас происходит в муниципалитете, прошу вас оставаться на связи и остро и оперативно реагировать на все моменты, которые происходят. Это важно и с точки зрения мер государственной поддержки, это важно, когда возникает вопрос, может ли работать предприятие или не может, и в том числе обеспечение мер санитарной безопасности на тех предприятиях, которые работают. Вот для нас уже очевидно, что ряд предприятий, которые получили разрешение на работу, будут остановлены из-за того, что не соблюдают меры, которые были им предписаны в момент начала работы. Поэтому и на вашем уровне это то же самое. Вы должны четко следить, помогать следить за тем, чтобы не было проблемы разрастания коронавирусной инфекции на тех предприятиях, которые получают возможность работать. В понедельник еще большее количество предприятий получит такую возможность, поэтому еще больше необходимость дополнительного контроля возникнет. Я думаю, что мы все с пониманием к этому относимся. Спасибо. Коллеги, я хотел небольшой момент. Вы обратили внимание, мы в СМИ это даем, правительство республики и администрация не прекращает нашу деятельность в части привлечения инвестиций, работы. Я провожу и промышленный час, сегодня я проводил инвестиционный час. Знаете, на инвестиционном часе у нас уже сегодня было 2 инвестора, которые постучались к нам в дверь с просьбой дать им денег на субсидии на покрытие курсовой разницы. Мы еще закон не приняли, а к нам уже стучатся. Это очень на самом деле хорошо. Это хорошо, что бизнес идет там за помощью. Задача другая, нам нужно, соответственно, мобилизовать деньги и быстрее все процедуры необходимые решить. К чему я это говорю? Что четверг, вот сегодня четверг, никто ничего не отменяет в муниципалитетах. У вас сегодня день предпринимателя, приглашаете, работаете, выискиваете, решаете, поддерживаете, но мы ничего в нашей работе не меняем. Единственное, я вас прошу, разумеется, это надо делать на удаленной, чтобы, не дай бог, еще вы сами не инфицировались. Поэтому, еще раз говорю, все, что касается инвестиций и работы с предпринимательским сообществом, не отменяется. Это ваша задача, вы работаете. Спасибо. В каждом муниципальном образовании должен быть обязательно создан антикризисный штаб, который занимается контролем и мониторингом развития ситуации в экономике муниципального образования. Поэтому, если такие штабы еще не созданы,
они должны быть. И второе, надо принять решение, будет ли возглавлять их главы администрации муниципалитетов, либо бизнес-шерифам доверят. Вот с Ради Фаридовичем сейчас дискутировали перед началом, насколько ваших полномочий хватило бы, чтобы антикризисный штаб по экономике вы возглавляли. Ради Фаридович, давайте решение примем, надо, наверное, объявить решение. Вы пока формируете, я с главами поговорю. Мне кажется, все-таки глава должен возглавлять, потому что, знаете, будут возникать вопросы у них, там, зам по экономике, председателю КУМСа и так далее. Учитывая все-таки, что они на равной позиции находятся, те их не будут воспринимать. А вопрос невероятно серьезный, вопрос экономики. Поэтому давайте глав попросим, а они, собственно, и будут секретарями этих, или заместителями, или ответственными секретарями этих комиссий. Давайте на глав опираться здесь. Коллеги, спасибо большое. Хорошего дня. До свидания. Общались Вы только не заболейте все. Что-то рядом сидите. Спасибо. Да. Дистанция точно. Удалось пообщаться с бизнес-шерифом? Да, это скорее проверка связи была. Мы с ними недавно совершенно общались, и сейчас вот, когда пройдут, скажем так, наиболее острый период эпидемии, мы снова их соберем. Я им там ряд заданий ставил, и они в том числе поднимали ряд довольно дельных предложений у них было. Вот. Я очень надеюсь на этот институт. Пока он, скажем так, робко становится, собственно, еще года даже нету, понимаете? Но я очень надеюсь, что именно этот институт может стать вот какой-то той небольшой хотя бы опорой для бизнеса, когда нужно будет возрождаться. Ну вот смотрите, бизнес-шерифы на местах, ситуационный центр здесь, правительство там, на Тукаева, 46. Не брошенный бизнес? Нет, ну как же можно сказать, не брошенный. А ситуационный центр, мы, знаете, я пока об этом не буду, мы скоро это все соберем в одно место. Мы просто, он нам как инструмент нужен, поэтому мы его открыли пока на базе здесь. Но со временем вы узнаете, что это будет современное вот такое. А для чего это нужно? Это практически все потоки информации, все потоки обращений мы соберем в одно место. Это позволит нам, соответственно, управлять всеми процессами. Спасибо.